Я бы очень хотел обратиться ко всем россиянам, чтобы ни в коем случае никто не вздумал сейчас устраивать какой-то кровный месть. 99% таджиков, проживающих на территории нашей страны, сегодня трудятся на нашу родину в столь сложное для нас время. Вы вспомните, или сейчас кто работает работодателем, работник это сегодня есть. Нравится это кому-то или не нравится, Путин сказал, у нас 2% населения всего мира, владеющие самой большой территорией этого мира. И когда Россия стала подниматься с колена и становиться экономически успешной, выяснилось, что в России работать-то некому. Я сам работодатель, у меня вон объявления десятками стоят, потому что ищем тех. А сейчас еще на нас и СВО навалилось. Самый низкий в истории России уровень безработицы. Сегодня у нас несколько миллионов человек работает на нашей стройке из братских республик. Несколько миллионов их. Но поверьте мне, представители наших восточных народов, бывшего Советского Союза, работают один как трое русских. Или кто-то со мной не согласится. И поэтому сегодня, да, они не работают на оборонных заводах, но на всех стройках работают они. Улицы Москвы метут они. Да гигантское количество сегодня рабочей силы, которая решает эти вопросы. Если вы знаете, у меня есть четкое понимание, что зря пускали, нужно было правильно налаживать гражданство и так далее. Что пускать можно, гражданство давать нельзя. Но это все было вчера. А сегодня мы четко понимаем, что мы сегодня находимся в состоянии СВО, и главная цель Запада – это сделать так, чтобы обрушить нашу экономику. И главное, что сегодня хотели добиться те, кто стоят за их спиной, это то, чтобы сегодня пошел межнациональный вопрос на территории России. Чтобы мы закрыли границы для мигрантов, которые работают сегодня на наших стройках. То есть фактически потеряли, если мы говорим о том, что каждый из них работает за троих, то в нашем российском эквиваленте 15-20 миллионов эффективных рабочих рук. Россия точно к этому готова? Вы точно готовы сегодня, чтобы мы провалились экономически и начали все нуждаться и так далее, и так далее? Я еще раз говорю, 99% таджиков, так же, как и всех остальных, это порядочные люди, и их диаспора очень сильно переживает, чтобы все было хорошо, что было. Понятно, что в семье не без урода. Но сегодня ставилась цель основная – поссорить нас с ним.